нашонте, куштуйте муниген шилами помте, кывласны тае сыпылипи, Иисус Отца нашего мырби. Югит верме пемыце, Христа щете, Христе шерцексе, без яспомте, ради тела веку там шище сетава с нами. Şiş yesi hücre değişi, lok miket muşar se yuge deniçme, mırdan kodaci lasla asra, stave sranje te geneš vrta. Jubit vjerne pjemice, Hrista šete, Hrista šace se, bez je spomte, radi teva veku tam šiš jesi tave s nami. Iisus le radite mia našonte, kuštujte munigen šilami pomte, kывласны тае сыпылипи, Иисус Отца нашего мырби. Jubit vjerne pjemice, Hrista šete, Hriste šercekse, bez je spomte, radi teva veku tam šiš jesi tave s nami. Бытанли миян Господь Иисус Христос щете тая за. И ми тая спримитам, и нимедам, и ошкам, и пуктам тали кад, и вын, медем нимедни ошкини Христосас, и славитни, и кывнеселиш кывьясы мысия миян, косе виштавнеса, и атявны, и корнеселиш, воджи было бурщами благословения. Енда мияна зевиона радейте, Христос пыр миян зевиона радейте, и ми цидара быт када шуашам, и талн ялунес цивиле тоже ми нимкать пырыш нимедам, и юрбитам миян Господь Иисус Христос ли. Завитам талон кыш вайтед саломшан. Давидлен салом. Господь минам югдис, мене мездишис. Кудиш менем повнесе? Господь менчим олемесе видишис. Кудиш менем повнесе? Ме великовучка частни лёк вычишияс. Панед мунышяс да мустам тышяс. Медем кошавлене менчим виряяс. Ная ашнес крукашасне да ушасне. Менем панедка купатчас тышкаяс чукар. Minam šeleme ospovži. Tuša kapita se menem panet, veći kseki mi ogvošti lačajas.
Semen õikitarme korra Gospodlis, semen õikitarme kõsja. Stav olem čež, ovne Gospodlen kerkaen. Adžine Gospodliš mičlunce, da volovlene, cilen veža krame. Kormene suone šikadlun jas, tie džebemene aslas krame, vidžemene aslas olaninen, küpedemene iskirta vile. Sekä juras chatartamen me ponda vetlene paned munishjas vojin, kod jas kyczalene mene. Gora nim kadeshemen, vaya Господли виш, cilen kramen. Ponda shivne cile oshka na shilan kivjas. Господей, кыв меншим гылыс шыас, кормеш гора шыаща тедине, лобыр шылама медине да воча вич, me видя шылементен шит кывясте. Коршей меншим чужим банес. Господей, me ponda коршне тен шит чужим банте. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте еще раз прочитаем этот псалом на новом русском переводе. Господь мой свет и мое спасение. Кого мне бояться? Господь крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Когда злодеи пойдут на меня, чтобы плоть мою пожирать, когда мои враги и противники против меня ополчатся, споткнутся они и падут. Пусть войско в осаду меня возьмет, сердце мое не дрогнет. Пусть вспыхнет против меня война, и тогда я буду спокоен. Одного я прошу у Господа, только этого я ищу, чтобы жить мне в доме Господнем во все дни моей жизни, созерцать красоту Господню и размышлять в Его храме. В день беды Он даст мне приют, скроет меня под пологом своего шатра, вознесет меня на скалу. Тогда вознесется моя глава над противниками, окружающими меня, и принесу я у шатра его жертвы, восклицая от радости. Буду петь и играть для Господа. Услышь, Господи, когда я зову, помилуй меня и ответь. Ты говоришь моему сердцу, ищи моего лица. Господи, я буду искать лица Твоего. Аминь. Аллилуйя. Этот псалом, такое размышление, да? И псалмопевец Давид много говорит о том, о чем он думает, и какие мысли, эмоции его обуревают. И главное противник его – это страх. А это он всегда чувствует. И у нас это главный противник – страх. Чуть что случится с нами или с детьми наших детей, первая мысль – ой, как бы чего. То есть страх приходит. И если мы поддаемся этому страху, тогда он начинает властвовать над нами, завоевывать наш разум, начинает диктовать, что мы будем дальше думать, что мы будем дальше говорить, что мы будем дальше делать. И потом, оказывается, мы со стороны кажется, что мы какие-то не неверующие, а какие-то паникеры, которые наоборот не вдохновляем, а сами сеем страх еще больше. И вот Давид нас как бы вдохновляет, говорит, свет же Он, и спасение же Он. Начни думать об этом правильно. Сейчас вот перечитываю труды Василия Ивановича, и он много об этом пишет, о наших мыслях. Он говорит, мысли – это дверь в нашу душу. Дверь. Какие ты мысли пустишь в свою душу, так и ты будешь жить. А что с тобой будет душой с твоей? Будет ли она от твоих мыслей поражена, то твое тело будет поражено. А если ты не позволяешь мыслям дурным, страхам поразить твою душу, то и тело твое не будет поражено. Да, и вот об этом он говорит, много пишет об этом, чтобы мы следили, какие мысли приходят, чтобы мы противостояли мыслям. И исцеление,
здоровье, эмоциональное, физическое приходит от того, что мы думаем. И вот Давид об этом же говорит, мое желание пребывать в храме. В каком храме? Когда он говорил, никакого храма не было. Он говорит о чем? Пророчески он говорит, что Господь соделал нас всех жителями храма. В теле своем мы в храме находимся. Что это значит? Значит, постоянное служение у нас в душе происходит и поклонение Богу. Как храм предназначен для того, чтобы служить в нем, прославлять. И он говорит, я буду славить его, прославлять его. Храма никакого нету. Ты о чем, в каком храме говоришь? А он говорит о храме вечном, когда я в состоянии нахожусь поклонения Богу всегда. Он говорит, я буду созерцать, я буду искать лица Его. И Бог его призывает. Проблема решается, когда я взираю на Бога. Да? Вот мысли наши настроим. Что бы ты сегодня не переживал с утра, и какая бы новость тебе вчера не пришла, и даже если ты сегодня плохо спал из-за размышлений не очень хороших, то сегодня скажи, я отрекаюсь от всех негативных мыслей. Отрекаюсь, они не мои, не для меня. Я принимаю Тебя, Господь, Ты мой свет, Ты мое спасение. Хоть какие враги поднимутся, хоть какой страх поднимется против меня, я знаю, Ты со мной, Господь, и мы вместе с Тобой сильны противостоять. Аминь. Господь да благословит нас. Мысли всякие приходят, но выбор за нами, кого мы пригласим в свой дом, а кого мы скажем до свидания, то есть прощай, то есть мы с тобой не знакомы. А незнакомых я не пускаю домой. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, спасибо Тебе, что мы можем приходить к Тебе во имя Иисуса Христа. И мы приходим, Господь, чтобы возрадоваться то, что мы призваны Тобой, избраны, призваны для того, чтобы, Господь, познавать, как Ты добр к нам, и как Ты многомилостив к нам, и что Ты сделал для нас столько, что нет ничего, чтобы еще осталось сделать, чтобы мы спаслись. Ты все сделал. Поэтому, Господь, благодушествуем. Поэтому мы славим Тебя и говорим, спасибо Тебе, Бог наш, вечный Бог, любящий безмерно и бесконечно за все, что Ты для нас сделал, для нашего спасения, для вечности и для нашего благоденствия здесь, на этой земле. Благодарю Тебя, Господь, Бог мой. Нет у нас причины переживать, нет у нас причины считать себя пораженными, нет у нас причины считать самих себя неудачниками. Мы, Господь, Бог мой, благословлены так, что мы можем сказать, слава Тебе, Боже, за что такая милость? Я избранный Богом, призванный Богом. Что может быть еще лучше и больше? Поэтому, Господь, мы хотим сегодня здесь поклоняться, прославлять Тебя, изгонять из нашей головы, из наших внутренностей, вместилища нашего существа все негативные мысли, которые противятся тому, каков Ты есть и что Ты делаешь. Во имя Иисуса Христа благослови нас здесь находящихся, смотрящих, и кто будет еще смотреть эту трансляцию. Во имя Иисуса Христа пускай Твоя милость и благодать касается каждого во славу Твою для нашего спасения, для нашего возрастания в Твоем Слове. Во имя Иисуса. Аминь. Господь да благословит прославителей. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Господу! Мир Божий, дорогая церковь! Давайте воспевать Господу в наших сердцах. Назидайте друг друга псалмами, да? Пойте Ему. Господь, песнь моя, говорил Давид. Давайте славить Его. Он достоин всей славы. Аминь. Давайте входить в Его присутствие. Прибудьте во мне, и я в вас, Иисус говорит. Все, что нам нужно, прибыть в Нем. И действительно, все страхи, все уйдет, все ненужное. Слава Ему, аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя. В Твоем присутствии мы
воскресший Божий Сын, тот, кто вышел из могилы и силу смерти победил. Это ты своей Какое место любовью Писания? Назови мне. Первое. людей освободил. Нет, первое. И за тобой могу Первое место Писания. днем и ночью я идти за тобой. Для Ефесянам. Входя в твое присутствие, мы песню воспоем, и песни будем славить, благодарить тебя за все. Ты дал мне смысл жизни, тобою я живу. Сейчас хочу в любви я вознести тебе хвалу. Это ты, Отец творения, воскресший Божий Сын, тот, кто вышел из могилы и силу смерти победил. Это ты своей любовью людей освободил, и за тобой могу днем и ночью я идти. Это ты, Отец творения, воскресший Божий Сын, тот, кто вышел из могилы и силу смерти победил. Это ты своей любовью людей освободил, и за тобой могу днем и ночью. Это ты, Отец творения, воскресший Божий Сын, тот, кто вышел из могилы и силу смерти победил. Это ты своей любовью людей освободил, и за тобой могу днем и ночью я идти за тобой. За тобой. Аллилуйя, слава тебе. К Господу нашему. Да. Прочитаем Ефесянам 2 главу с 14 стиха. На каком языке я буду читать? Христос мянлы бурашан йитедис, се отовтис иудеясис, да мука двойтерес, оти войтере, да жугадис широкосчис мучится, таджи аслас виряйнас бырадис накостын лёкшимсе, се пуктис пом индадли, да сече пырыш бытшактемлы, да веледемлы, медем иудеясис, да мука двойтерес, бурадны, это медискад. Се йитис наес аскадис, да вычис наес оти выль олышес. Наиш оти выль олышес. Крест вылен кувлам нас, се бырадис лёкшемсе. Таджи оти виряен, Христос бурадис енмыскад кыкнан войтырсе. Се локтис юортны бурашем йылыш тиянлы, код яс вылыныд ылынаш енчис. И налы, код яс матынаш ендинас. Давас нами быдан иудеяс, да мука двойтыр, Христос пыр, вермам локны баддине, адмянес ставнамас йите, оти лов. Сичка, тябунин бок исаяс, да кышка локтышяс. Тяс йыз вежавой тырлы, да нывпи енмыслы. Тяне суфте дама, сие поду вылаз, мы пуктис на апостол яс, да пророк яс. Тая течасас пеляс изъес, ачис Иисус Христос. Сие йите асна став течасе, таджи течасис кыпте, далоя Господлен вежа крамен. И Христос пучкынеш. Сичка ен лов отсыган, и чечлуанет ен мыслы оланинен. Аминь.
Дух Святой не только утешитель, не только масло, но и огонь. И нам нужно гореть Духом Святым для Господа. Если ты еще не горишь, где-то, наверное, что-то закрыто, какая-то дверь. Давайте споем такую песню. В сердце дверь открой. В сердце дверь открой, всей душой воспой. Агнец Божий Сын жизнь нам подарил, и пусть горит огонь, жертвенный огонь, пред лицом Его вечно. И пусть горит огонь, жертвенный огонь, пред лицом Его вечно. Я воздаю Тебе славу, единому Богу, Спасителю мира, Владыке небес. Я воздаю Тебе славу за воскресшего Сына, за вечное царство, за любовь и за крест. В сердце дверь открой, всей душой воспой. Агнец Божий Сын жизнь нам подарил, и пусть горит огонь, жертвенный огонь, пред лицом Его вечно. И пусть горит огонь, жертвенный огонь, пред лицом Его вечно. Я воздаю Тебе славу, единому Богу, Спасителю мира, Владыке небес. Я воздаю Тебе славу за воскресшего Сына, за вечное царство, за любовь и за крест. Я воздаю Тебе славу, единому Богу, Спасителю мира, Владыке небес. Я воздаю Тебе славу за воскресшего Сына, за вечное царство, за любовь и за крест. Я воздаю Тебе славу, единому Богу, Спасителю мира, Владыке небес. Я воздаю Тебе славу за воскресшего Сына, за вечное царство, за любовь и за крест, за вечное царство, за вечное царство, за любовь и за крест. Доброе утро. 1 Коринфянам с 9 стиха. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приготовленным к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии.
Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы, как ссор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас 1000 наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Аминь. Давайте все будем славить Бога нашего, Иисуса. Он с нами всегда, от всего сердца, от всего духа нашего. Иисус, ставший смедичи дни, ошка на мезды, вина Господь, Емануил, миян кедьенми, миян ездори, помте коли. Ісус, ставши смедичи дни, ошка на мездыч, вина Господь, Емануил, миян кедьенмис, миян ездориш, помте голиш. Имя всех выше. Иисус, имя всех выше, чудный Спаситель, дивный Господь, Емануил, Бог вечно с нами, освободитель, вечно живой. Иисус, ставший смедичи дни, ошка на мездыч, вина Господь, Емануил, миян кедьенмис, миян ездориш, помте колиш. Еще раз поем Иисус. Иисус, ставший смедичи дни, ошка на мездыч, вина Господь, Емануил, миян кедьенмис, миян ездориш, помте колиш, миян ездориш, помте колиш. Иоанна 1 глава, 43 по 51 стихи. Иисус кора Филиппас да Нафанаилас. Аскинас Иисус мădăcis Галилея муа. Сетыш аджис Филиппас да шуиссылă, локме бărșa. Андрей да Петр моз Филипп вăлăвипсаи да карăș. Филипп аджис Нафанаилас да шуиссылă. Мяджим сиес кодюлăș вăлăвиșтала мамăișей индăден, да пророк гижăдиасân. Та е Назаретăș Иисус, ăși plănpi.
Нафанаил шуис Филиппле, верма самый кабуру слона Назаретыш. Филипп вочавидис, лок, дачит виджедле. Исус аджис сиде на локтыш Нафанаилес да шуис сыилыш. Та ес былиш Израиль саморт, сия озылачы. Нафанаил юалы сылыш, кытышты тыдан мене. Исус вочавидис, Филипп кортажна ме аджилы тене инжир пу улыш. Нафанаил шуис, веле дышей, те ен пи, те Израиль ыксы. Исус шуис сылы, ме шуи мы аджилы тене инжир пу улыш, да тавас на те эскан. Но та еще джиджикас на те аджан. Сеша соттыс, вешкада вештала тиянлы. Онны шанты кутаны даджины вошса енашса, да енлы шандал ясы. Код яслечены ен пидыны, да купачены енажас. Аминь. Дорогие братья и сестры, прежде чем принести пожертвование, давайте прочитаем стих из Деяния 20 главы, 35 стих. Все вместе прочитаем. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать». Что памятовать? Слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Апостол Павел, перед тем, как попрощаться, если в контексте там читать, попрощаться с церковью, говорит, вы больше меня не увидите, я 3 года со слезами учил вас, ни от кого ни серебра, ни золота, ни одежды не пожелал. А вы все видели, что я трудился своими руками и помогал не только себе, которые были при мне. Памятовать. Он всегда памятовал слова Иисуса Христа, да, и нам заповедал. Он предупредил, придут лютые волки после меня. Что он еще сказал? И из вас восстанут те, которые будут слова менять, по-другому учить. Но он напомнил нам, да, и Лука записал слова Иисуса Христа. Блажение давать, нежели принимать. Сегодня многие любят принимать подарки. Очень. Но дарить, Иисус говорит, еще лучше. И слабых не меньше сегодня. Много и инвалидов, много и слабых, те, которые болеют, которых нужно утешать, многодетные семьи и тому подобное. И церковь, она тоже занимается социальными делами. Апостол Павел говорил, я трудился своими руками. Я мог бы жить, приказал вам, и вы мне принесли, мне много не надо. Я бы только проповедовал бы, и все. И, к сожалению, многие сегодня пастора так делают. Просто живут на подаянии. К сожалению. Но слава Господу за апостола Павла. Всегда хороший пример. Я всегда говорю, скажите мне, какой пастор работает днями и ночами и еще и проповедует? Очень мало, очень мало. И мне очень трудно слушать пасторов, которые все время давай деньги, давай деньги, давай деньги. Знаете, я всех сейчас, да, там и слушайте, если кому это... Иисус сам отдал себя в жертву. Апостол Павел сам отдал себя. Так неужели этого примера мало? Нужны ли твои деньги Богу? Эти 100 рублей или 1000 даже ты принесешь? Они не нужны Богу, эти деньги. Он и нам-то говорил, если имеется у тебя 2 одежды, отдай одну. Имеется пропитание, делай тоже. То есть он о нас заботился-то, не о себе. Принесите мне, принесите мне.
Поэтому Господь да даст мудрости, чтобы наша церковь была как апостол Павел, трудилась своими руками, чтобы можно было так говорить. Я трудился и приносил, чтобы нам не стыдно было перед Господом. Господь да благословит всех нас, всех пасторов, особенности. Это очень сложно. И трудиться, и это идеальное служение, как апостол Павел делал. Будем стремиться к этому служению. Слава Ему, слава Господу. Я приду и склонюсь у Твоих ног, о Иисус. Только здесь моя радость, покой. И никто, и ничто не сравнится с Тобой. Благо мне приближаться к Тебе. Небо Твой престол, и земля у Твоих ног. Иисус, я приду и паду пред Тобой. О, как люблю поклоняться Тебе я, лишь Тебе моя радость, покой. Я приду и склонюсь у Твоих ног, о Иисус. Только здесь моя радость, покой. И никто, и ничто не сравнится с Тобой. Благо мне приближаться к Тебе. Небо Твой престол, и земля у Твоих ног. Иисус, я приду и паду пред Тобой. О, как люблю поклоняться Тебе я, лишь Тебе моя радость, покой. Небо Твой престол, небо Твой престол, и земля у Твоих ног. Иисус, я приду и паду пред Тобой. О, как люблю поклоняться Тебе я, лишь Тебе моя радость, покой. Лишь Тебе моя радость, покой. Богу, слава Богу за все, что у нас есть. Один проповедник сказал, когда приносим пожертвования, наши мотивы в небо, а деньги в кассу. То есть Богу ведь наши деньги действительно не нужны, а Ему нужны наши мотивы правильные. Почему мы то или иное делаем, почему мы служим, почему мы в церковь ходим, почему мы жертвуем, почему мы еще что-то делаем. Богу нужны наши мотивы. А все остальное, этим пользуемся мы сами, правда же? Поэтому деньги в кассу, мотивы Богу.
И Господь пускай нас всегда благословляет разделять одно с другим, чтобы мы точно знали, где что у нас, какие мотивы у нас, что движет нами. Вот это Господь дал нам разум, чтобы мы были чувствительными к тому, что мы делаем и каким образом. Господь да благословит. Отец наш Небесный, спасибо Тебе, что мы можем приходить к Тебе, спасибо Тебе, что мы можем знать. Все, что мы делаем, сказано, Ты не требуешь служения рук человеческих. У Тебя есть свои руки, и Ты ими могущественно все творишь, благословляешь, Господь, нас. Спасибо Тебе за это. Но Ты, Боже мой, очень заинтересован, что происходит с нашим сердцем, что происходит с нашим духом, потому что они вечные. Это вечные моменты. Ты, Господь, за этим наблюдаешь и помогаешь нам всячески, чтобы мы трудились над этим. Как я служу Тебе, как я прихожу перед Твое лицо, как я приношу пожертвования, приношения свои. Господи, Боже мой, спасибо Тебе, что мы не просто как механические роботы что-то можем совершать. Сказали, принес, сказали, унес. Но, Господь, Ты сотворил нас разумными людьми, разумными. Ты призываешь нас к разумному служению, то есть оценивать, почему я делаю это, либо то, что меня к этому побуждает, что я ищу. Господь, спасибо Тебе за Духа Святого, который направляет нас, разумляет нас, дает удалить всякое нечестие в нашей жизни, Господь. Спасибо Тебе за это. И благослови каждого служащего, каждого, Господь, который это делает действительно из-за того, чтобы выразить какую-то благодарность Тебе за все Твои благодеяния, Господь. Спасибо Тебе за каждого, который жертвует, приносит свои приношения, и это делает с чувства великой благодарности Тебе, Господь. Я знаю, Господь, никто никогда не остается без Твоего внимания, без Твоего благословения. Господь, Ты каждого благословляешь по Своей великой, великой милости. Тебе да будет слава за все, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Сейчас включат. А сейчас пришло время нашим детям прославлять Бога. Пожалуйста, на сцену. Крепкая башня, крепкая башня, Твое имя, праведник ходит и будет спасен. Крепкая башня, Твое имя, праведник ходит и будет спасен. Знамя Твое
Славим Твое имя, Господь, вовек. Славим Твое имя, Господь, мы славим Твое имя, Господь, славим Твое имя, Господь, вовек. Вовек славим Твое имя, Господь. Слава Тебе, наш Бог. Аллилуйя. Ну, что, детки, что-то есть у кого-то? Три руки целые сегодня. Хорошая цифра. Кто первый из вас? 3 руки. Ну, давай, раз ты ближе всех. Слово Твое, светильник ноге моей, и свет стезе моей, Псалты 118, 105. Угу, спасибо. 4 руки появилось, Слава. Старайтесь иметь мир со всеми святость, без которой никто не увидит Господа. Евреям 12, 14. Аминь, молодец. Дашенька. Итак, долго ли есть время будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Галатам 6:10. Даша, а на Апаче это кто? Особенно своим, да? Особенно своим. Я свой? Слава Богу. Глеб, чего? Молитва. Давай. Отец уж Небесный, благослови всех, кто здесь находится, чтобы все они сегодня были рады, Аминь. Да. чтобы все они были рады, чтобы все взрослые и дети были счастливы, чтобы всех благословил Иисус Господь. Аминь. Аминь. Спасибо, Глеб. Все? Ну, сейчас мы вас благословим. Вы нас благословили, сейчас мы вас. Отец наш Небесный, спасибо Тебе за наших детей. Спасибо Тебе, Господь, что сегодня они в храме Твоем. Спасибо Тебе, Господь, что для них у Тебя есть Слово. Спасибо Тебе, Господь, что Ты точно знаешь, они примут и уразумеют то, что Ты хочешь им сегодня сказать. Спасибо Тебе, Дух Святой, что Ты также, Господь, действуешь в них, как и в любом другом человеке. Я благодарю Тебя, Боже мой, что все то, что они видят и слышат, благословляет их по Твоей великой милости. Тебе да будет слава за все, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Спасибо вам, будьте благословенны. Если есть молитвенные там нужды, принесите. Осторожно, друг другу помогайте. Есть у нас сегодня именинники? Есть? Да. Озвучь, пожалуйста. Исакова Павла, Уверена Николая, Личенкова Татьяна, и Мишалова Даша, и Бендерский Вениамин. Так, кто в наличии? Выходите. Вот. Слава Богу. Так, еще все? Не в наличии. В списке отсутствующих. Так, мы детям ведь тоже даем, да, правда же? Сами выберите или я вытащу? Сами выберите. Вот смотри на дядю Гену, а рука сюда. Смотри на дядю Гену. А где дядя Гена? Дядя Гена. Попробуй найди дядю Гену. Давай громко прочитай. Но дома еще прочитай еще несколько раз, чтобы понять, что за жребий, что за наследие. Так, где дядя Гена? Нету дядя Гена. Посмотри тогда Николая Александровича.
Аминь. Этот магнит тебе на всю жизнь. Можно уже ничего не получать. То есть, если вот каждый день будешь напоминать, чтобы это магнитик тебе напоминал, жизнь будет успешная. Аминь. Давайте благословим наших именинников. Даша, сколько тебе? 9 лет. Ой, какая красивая дата. Господи, спасибо тебе за нашу Дашу. Спасибо тебе, Господь, что ты очень сильно ее любишь. У нее была возможность родиться где угодно, даже в Африке. Но ты сказал, нет, она будет здесь, на коме земле. У нее будет папа Саша и мама Наташа, и у нее будет сестра и брат, и много родственников. И она будет в церкви, которая называется Коми Церковь. Благословлю Дашу. Благословлю ее всю жизнь. Благословлю ее, Господь, с самого рождения до седых волос. Всегда она будет знать меня. Спасибо тебе, Господь, что ты так любишь и заботишься о Саше. Благодарю тебя за нее. И веди своим Духом Святым. Спасибо тебе за Дашу. Аминь. Будь благословенна, Дашенька. Аллилуйя, аллилуйя. Веня, сколько тебе? Тебе 10. Это вот столько целый год? Разница вот столько она? Чего себе. Быстро ты вымахал с 9 до 10. Да? Ну, если так он с такими темпами дальше будет, то да. Есть какое-то желание в сердце на 10? У тебя же юбилей первый, такой серьезный юбилей, правда же? Что-то вот, что-то есть какое-то вот уже оформленное такое, не в смысле там игрушка, вот такую бы мне игрушку подарили, а вот по жизни. Ты же уже большой парень, правда же? Хорошо отучиться. То есть закончить школу все-таки в конце концов. Причем хорошо. Но это будет тебе. А сейчас трудности в учебе? Нету? Ну и слава Богу, и не будет. Отец наш Небесный, спасибо тебе за Вениамина. Спасибо тебе, Господь, Бог мой, что ты весьма добр к Вениамину. Очень, Господь, желает, чтобы у него в жизни, как вот по слову, которое он вытянул, чтобы его жизнь была успешная. И ты, Господь, отвечаешь за это. Ты, Господь, все делаешь для того, чтобы у него была успешная жизнь, чтобы он сам радовался жизни, радовался, что он вытянул счастливый билет, родиться в прекрасной семье, родиться в семье, которая знает тебя, которая поклоняется тебе, которая уважает твое слово, любит это слово. И родился в семье, которая любит церковь, ходит в церковь, служит церкви. Господь, столько сразу ты ему дал, много. Огромное благословение, огромный бонус, можно сказать, по сравнению со многими миллионами детей. И ты, Господь, знаешь, что с твоей помощью все это Он использует во благо себе. И ты будешь рад за него всегда. И он будет видеть, как твое благословение вот прямо преображает его жизнь всегда. Дает ему учиться, желание учиться, умения, способности. И дашь ему, Господь, правильную профессию в жизни. Он не будет метаться от одного к другому. Он точно будет знать, кто он, что он и к чему ты его приготовил. Спасибо тебе, Господь, за Вениамина. Благослови его, Боже мой, сейчас, его друзей, его близких, Господь. Пускай он поможет многим людям, своим сверстникам, поможет во многих обстоятельствах в жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Богом. Аллилуйя. Садитесь, пожалуйста. Да. М. Семья Трубановых просит молиться за малыша Володю. Не может кушать, находится в больнице под капельницей. И тоже за Сергея заболел. Не нравится мне, что так часто болеют они. Вообще нехорошо болеть, правда же? А когда часто болеешь, тоже нехорошо. Надо задуматься об этом, и Господь да поможет.
Поможет. Помолимся за эту семью, помолимся за то, чтобы пришло какое-то кардинальное изменение в жизни, здоровьем, через мысли, через правильное отношение к жизни, к Богу, увидеть силу Божью. Прочитал у Василия Ивановича такие слова. Он говорит, вот в чем смысл поворота к Богу, к силе, вот в покаянии, да, вот в чем смысл? Многие каются, но это остается как бы сожалением о своей жизни. Сожалеют, и вот я грешник, грешник, грешник. Ну да, и чего? Это же никак не меняет жизнь. Он говорит, бессмысленно, это не покаяние. Покаяние тогда, когда человек видит, что то добро, к чему он поворачивается, сильнее того зла, от которого он отворачивается. Тогда есть результат, есть изменение. А когда только сожаление о том, что вот как-то я не так живу, то есть это так и остается. Всю жизнь человек может плакаться, ныть и оставаться в этом состоянии. То же самое с болезнями. Ты можешь всегда переживать, сожалеть о том, что ты в таком состоянии, но если ты не видишь, что у Бога есть сила намного мощнее, чем сила болезней, если ты этого не видишь, то остаешься болящим. Если ты видишь, что у Бога есть сила намного сильнее, чем сила болезней, то ты выскочишь из этой болезни. Ты победишь ее. Вначале в голове, в устах своих и в своем организме. Я думаю, это вот правильная формула, которой нам надо двигаться, которую надо понимать. Нельзя оставаться постоянно в каком-то состоянии и говорить, ну, Господи, помоги. Нет, мы сотворцы с Богом, сотворцы. Он творит вместе с нами нас изменения. То есть главная движущая сила для нас – это доверие Ему. Доверие. То, от чего я отворачиваюсь, будь то грех, будь то слабость, болезнь, намного слабже того, кому я поворачиваюсь и от кого я жду помощи. Аминь. Господь да благословит семью Трубановых, чтобы у них эта ясность была в голове, ясность в мыслях это была, вера и доверие Богу. Всем нам я желаю, себе этого желаю, и семье Сергея и Веры. Господь да благословит. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Ты сказал, приходите ко мне, и мы приходим. Ты сказал, молитесь о всех нуждах, и мы молимся. Ты сказал, веруйте, что получите. И мы веруем, Господь, что от Тебя приходит исцеление, от Тебя приходит сила, от Тебя приходит этот поток Духа Святого, который дает нам силу противостоять и болезням, и грехам, и злу, и искушению, и побеждать их. Ты, Господь, сам сказал, вот, даю вам силу противостоять всякому злу. Спасибо Тебе, Господь, за это. Мы сейчас, Господь, благословляем семью Трубановых, благословляем младенца Владимира. Боже мой, пускай на него снизойдет Твоя сила. Все, что сейчас не работает так, как надо в его организме, Господь, пускай Твоя сила восстановит. Твоя сила сейчас восстанавливает его желудок, его кишечник, его способность переваривать ту пищу, которую он получает. Благослови его, Господь. Сила Твоя не сходит на него. Благослови, Господь, Сергея. Благослови, Боже мой, доверием Тебе. Боже мой, пускай никогда не допустит мысль, что те болезни сильнее Тебя. Повернется к Тебе силе, которая превозможет всякую болезнь в его организме. Благослови его добрыми мыслями. Благослови его, Господь, доверием Тебе во всякое время. Благослови веру, Боже мой. С верой, также доверием приходить к Тебе, с молитвой, приносить себя, супруга и младенца, Господь, с верой в Твои руки.
Тебе да будет слава за все, наш Небесный Отец. Аминь. Аллилуйя, садитесь, пожалуйста. Да, да. Сегодня 27 ноября, День матери, и Ой, в честь точно. этого праздника у нас подростки хотят прочитать притчи, 31 главу. Идите сюда, ребят. Ой, давайте поприветствуем наших подростков. Молодцы. Хорошая жена, кто ее найдет? Камней драгоценных она дороже. Всем сердцем верит ей муж, с ней он не будет в убытке. Она приносит ему добро, а не зло во все дни своей жизни. Она выбирает шерсть и лен и охотно трудится своими руками. Она, подобно купеческими кораблями, издалека добывает свой хлеб. Затемно она встает, готовит пищу своей семье и дает служанкам работу. Присматривает поле и покупает его, на заработанные ею насаждает виноградник. Жаром принимается за работу, и ее руки крепки для трудов ее. Она понимает, что торговля ее доходна, не гаснет ночью ее светильник, руки свои на прялку кладет, пальцы ее держат веретено. Для бедняка она открывает ладонь и протягивает руки для нуждающихся. Снег не боится за свою семью, вся ее семья одевается в алые одежды. Она делает покрывало для своей постели, одевается в тонкий лен и пурпур. Мужа ее уважают у городских ворот, со старейшинами страны место его. Она делает льняные одежды и продает их, и поставляет купцам пояса. Одевается силу и достоинством, и весело смотрит она в завтрашний день. Аллилуйя. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеб праздности. Встают дети и ублажают ее. Муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Аминь. Аллилуйя. Все? Угу. Чего скажем с мамой-то? Давай. Дорогие наши мамы, мы поздравляем вас с этим чудесным праздником, как с праздником Днем Матери. Мы благодарны вам, что вы уделяете нам свое время, заботитесь о нас в любую ситуацию, в ссорах, в радостях и так далее. Мы благодарны вам, что вы уделяете нам свое время. Да, мы иногда бываем, не замечаем ваших трудов, но мы очень благодарны, что вы любите нас, и мы вас очень сильно любим. Аминь. Аминь. Все на это скажем аминь. Мы согласны с тобой. Как хорошо ты сказал. Я даже представил, что я мама. Я позавидовал сегодня мамам. Молодцы, ребята, спасибо вам. У вас хорошие мамы. Аллилуйя. Аллилуйя. Действительно, поздравляем всех мам. Мою маму поздравляю. И всех мам благословляем и поздравляем, что вы есть у нас, что с одной стороны это такое счастье вроде бы, да, быть мамой, а с другой стороны, видимо, столько, я так предполагаю, столько переживаний за всех, и за детей, и за мужа, и за внуков, и за все остальное. Поэтому Господь пускай воздаст вам во много-много крат больше за все ваши переживания. Пускай Господь даст вам спокойный сон, чтобы вы ночью высыпались
чтобы вы могли спокойно сказать: Господи, спасибо Тебе, что Ты заботишься о всех моих домочадцах. Они одеты, обуты, виноградники куплены, кони стоят в стойлах. Слава Богу за вас. Действительно, Господь да благословит. Очень рад за вас. Аминь. Иван, что-то хотел сказать? 2 минуты, да? 40 секунд. Да и слава Богу. Ну, постараюсь вписаться. В начале собрания было такое, Данил Васильевич такое выражение сказал, там Святый Дух или там что-то там. Слышали? Ну, Святый Дух я упоминал. Да, он так сказал, как будто там, знаете, продолжил стих там, помните, это «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том». Этого не помню. Да. И там вот он в таком мотиве как-то сказал, я ее подхватил, и, знаете, родился немножко небольшой стишок в течение так 15 минут. Ну, это как бы черновой такой набор. Вот царство Бога и Отца, ведь все вокруг, что видишь ты, на все, на что ложится взгляд твоего глаза, и небо, и земля, вселенная, и все, что в ней, и на земле живет, растет, лежит, все созданное им принадлежит ему, и даже я, и даже ты, кто зовется человеком, творение его, венец хвалы его и славы. И церковь, собрание святых, там Святый Дух, добром там пахнет, и слово истины там свет. Христа в почете всегда там ставят, и все послушны заповедям Его. В любви и уважении друг к другу всех принимают, кто к Нему идет. К Христу Иисусу, Спасителю людей, источнику любви и радости и мира, который дал нам свет и жизнь, открыв нам путь, дорогу жизни, открыв нам дверь темницы, сняв оковы греха, вины за грех, через свой крест и смерть, дав оправдание вовеки, воскреснув после погребения во гроб, разрушив власть греха и смерти, жизнь вечную нам даровав. Аминь. Аминь. Видишь как? У тебя поэма уже получилась. Спасибо. Поэма, говорю, получилась. Ну, да, Богу Лукоморья слава. дуб зеленый. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе. Слава Богу. Видишь, какие дары у тебя, оказывается. Слава Богу. Как я сказал, сегодня мы вспоминаем Василия Ивановича Попова в честь его дня рождения. Вчера ему исполнилось 101 год, исполнился бы. И он был такой всесторонне одаренный человек, да. И когда, например, он не учился ни в одной музыкальной школе никогда, но зато он играл на всех инструментах, которые попадали ему в руки. Как такая способность бывает, я не знаю, но вот он играл на гитаре, он играл на гармошке, он играл на фортепиано, на балалайке, на домре. То есть вот что бы у него не приходило в дом, он на этом играл. При том, что у него пальцы-то были такие трудяги, здоровые такие пальцы. Ну, он играл на балалайке, играет на домре. Как? Непонятно, но играл. И он любил петь, у него своеобразный голос был, и они с мамой пели в 2 голоса. И где-то еще записи есть, когда дети подпевают, маленькие ему. И он является автором вот сборника «Буршиломес», который у нас есть. Он перевел песнопение на коми-язык, сам писал и стихи, и песни. И вот одна из его любимых песен – это «Муса миным ты над негаешь». Как это по-русски звучит? «Люблю я, Господь, Твою книгу», да, большой буквы. И вот он ее любил петь, эту песню, и сегодня мы хотели бы тоже спеть ее, напомнить. Мы ее очень редко поем.
вот эти старые гимны, но это один из таких гимнов, таких содержательных гимнов, да, в котором есть хороший смысл и восхваление Бога за то, что мы имеем великую драгоценность — Слово Бога, которое у нас есть, и оно у нас оформлено в виде книги. Аминь. Ну что, друзья мои, кто у нас петь будет? Нина Ивановна, пожалуйста. Николай Александрович. Вот это фортепиано, которое звучит, или физгармония, вернее, физгармония, а это наследие добрых отношений, дружественных отношений со священником отцом Владимиром, который служил в Кочпанской церкви. И когда он уезжал, он в память о себе эту физгармонию оставил Василию Ивановичу. И после этого эта физгармония очень часто звучала у нас дома, а сейчас она здесь находится в церкви. То есть это наследие о доброй дружбе между двумя служителями, православным отцом Владимиром и благовестником Евангелия Василием. Бывает хуже. Давай, я тебя поставлю, садись. Вот эта мелодия звучит очень известного песнопения, которую перевел Василий Иванович. Но эта песня действительно говорит о его внутренности, той жизнью, о той судьбе, которую даровал ему Господь. И я хочу, эта песня, конечно, переведенная, но я хочу обратить внимание на эти слова. И это действительно выходило осознанно, эти слова в его жизни. Это слова были, наверное, смыслом всей его жизни. Это работает, да? Вот давайте попробуем окунуться действительно то, что переживал этот человек, Божий человек. Потому что каждый мы призваны к этому. И люблю, Спаситель, книге дивной, слова любви Твоей читать и вести радостной, призывной
люблю восторженно внимать. Люблю Твое успокоение, обремененным возвещать, и свет небесный обновления на лицах братьев созерцать. И вот каждое слово, оно как бы было печатью в его сердце. И это он выражал именно ту любовь, которая откликнулась у него от Бога. Люблю, люблю. Спаситель. Он знал, кому он поет. В книге дивной он понял, откуда он нашел этот смысл жизни. Тот, который знает все обо мне, о моей жизни, о моем прошлом, и который дарует будущее. Слова любви Твоей читать. И эта весть была действительно радостной. И он призывал, и он любил восторгаться этим словом, потому что слово Бога, слово этой жизни жили в его сердце. И, конечно же, это выражалось, он желал это всем другим людям это передать, чтобы каждый мог пережить Бога в своей жизни, пережить это прощение, пережить это спасение, это новое. И, конечно же, на лицах братьев созерцать, видеть это действительно в наших лицах. И мы сегодня все здесь, мы свидетели всего этого. Действительно, это Евангелие, которое Василий Иванович, можно сказать, он возгрел этот огонь, да? Она изменила наши судьбы, она изменила наши жизни, она примирила наши семьи, и мы в этом все свидетели. Поэтому мы вроде здесь может быть, мотив такой немножко минорный, да? Но на самом деле это очень глубокие переживания, очень глубокие слова и очень глубокое выражение Богу. Вот давайте постараемся приложить к этому наши сердца, каждый, пережить то, что переживал действительно человек Божий. Подожди, Гена, где? Гена.
Идет. Немножко экспромтом. Многие уже и слышали, и знаете, что Василий Иванович Попов, я хочу именно на этом остановиться, что он действительно сделал великий труд для народа, это Слово Божье. И мы понимаем, что Слово Божье это является духовным наследием народа. И для этого есть у нас, можно сказать, основание для этого, потому что уже в XIV веке Стефан Пермский, которого избрал сам Бог для этого народа, для коми народа, он услышал это в сердце по позыву Бога прийти и принести действительно живого Бога для этого народа, чтобы этот народ было упование, чтобы этот народ он чувствовал себя как народом, и каждый мог иметь именно это спасение. Спасение Иисуса Христа – это Евангелие. И я вот вспоминая, да, это XIV век, и прошло сколько лет прошло, и в XX веке, в прошлом столетии, Бог снова хочет возвысить свой голос в этом народе. И мы знаем, что это были времена очень сложные, 53-й год. Это время атеизма, где все как бы подозревается, все преследуется, да? Нельзя слово говорить о Боге, нельзя произносить что-либо. Мы знаем, что многие сидели в лагерях, и Василий Иванович, он был в те времена еще, вот когда в детстве, может быть, это уже подростком, он видел, что собирались люди у него дома, да, верующие. Я, говорит, слышал фразу, и четко я помню, что я услышал фразу, что наступят времена, когда Слово Божье нельзя будет говорить. Но мы, он четко услышал, но мы будем держаться Евангелия, и мы готовы положить за эту жизнь. Мы не откажемся от Евангелия. И он четко это услышал. И вот представляете, действительно, при его жизни наступили эти времена. И у него, конечно, еще второе такое переживание было вот в этом возрасте. Он хотел вот заглянуть в эту книгу. Я хочу знать, что там говорит Бог такое важное, что нужно человеку знать. И вот это побуждение у него, оно всегда было в его сердце. И вот когда наступили эти тяжелые времена, и когда первый раз ему попало это Евангелие, это был человек, который отсидел в тюрьме за Слово Божье, другой национальности. Их высылали жить в коми-деревне. Конечно, он знал, что у него есть Евангелие, но он ему не мог дать прочитать, потому что его предупредили. Смотри, не дай Бог, ты будешь свою веру распространять. Поэтому это было очень рискованно. Но у Василия Ивановича есть такое упорство, вот это есть упорство хорошее, да, когда у тебя есть внутри желание, тебе это надо посмотреть, и тебе хочется. Бог, конечно, это хранит всю эту ситуацию, да. Он уговорил, он отдал. Я тебе отдаю на одну ночь. Он прочитал, залпом прочитал, принес, сказал. Я все прочитал, ничего не понял. Но одно понимаю, что-то Бог мне говорит хорошее, но я это взять не могу. Я это взять не могу, свой разум или до конца не понимаю. Но по истечению жизни, конечно, это в жизни его произошло. Он действительно это взял, это прощение. Он знал, какой он был, и вся деревня знала, какой он был человек, такой очень с характером, и много было, можно сказать, грехов таких, которые люди помнили. И когда он к Богу пришел, он им ясно дал понимать, да,
Если такого грешника Бог простил, простит и вас. И люди видели эти перемены, люди видели этот авторитет, люди видели эту судьбу и видели какую-то силу жизни в нем. И, конечно, в это время, атеистическое время, да, он в сердце понимал, что нужно проповедовать народу, проповедовать. И у него было такой дар, и не зря ему это имя, я, наверное, осмелюсь сказать, что это не самозванец какой-то, а действительно это имя Божье, да, его так и звали, благовестник, Бур Вишталыч Василий. И он понимал, что это не сам он придумал, не сам он это как-то в голове нарисовал, а это был он, настоящий. И, конечно, первое время он обсудил это с домашними, какой труд он решается начинать. Печатать, писать Слово Божье. И это было, конечно, сделано тайно. Не все знали, но близкие знали, были готовы к этому. Они тоже были причастны к этому труду, что он будет это делать тайно. И он понимал это. И 35 лет он работал над этим, он исследовал, он искал, он смотрел оригиналы, греческий. Ну и в это время он проповедовал, потому что печатной книги не было, особо русского Евангелия не было. Ну и было еще такое время, такой период пробуждения, наверное, можем сказать. И что его двигало? Он сильно хотел помочь человеку, изменить жизнь человека, что можно по-другому жить. Что настолько Бог приходит в жизнь человека, что уходит, как бы человек меняется, да, как может поменяться судьба человека, семьи поменяться, примириться. И, конечно, второй у него болел за каждого человека, но и за коми народ, за коми язык, который как бы он был в таком, может быть, в пассивном, более пассивном таком состоянии. И у него это ярко горело в его сердце. И он для этого сделал все возможное. И у него, как бы, вот когда они собирались, да, я уже не застала, конечно, его собрание, я лично его знала, и он как-то, вот у него проповедь, да, он как бы акцентировал, вот каждое слово у него было, вот одно, такое свидетельство, да, вот открывает, да, он, конечно, видел апостола Павла, да, его жизнь, его труды, как-то его дух был тоже там, в нем. И он читает, значит, апостол, по коми вначале скажу, Енмис бырьема апостол Павелес, и апостол Павел таилыш тыдыс. То есть он такое внимание. Бог избрал апостола Павла быть апостолом, да, Павла апостолом. И апостол Павел знал это внутри себя. И когда я услышала вот такое свидетельство, он действительно как будто и о себе он говорил, да. Вот это знание у него было внутри. Он знал, что Бог избрал его для этого труда, поэтому он шел на это смело, дерзновенно, с мудростью. И то, что он имел внутри себя, и он как-то вот очень хорошо тут поделился, да. И есть такие коротенькие проповеди, я не собираюсь тут проповедовать, да, его слова, что мортыслы кола тыдны, мортыскоси тыдны кыджи кола эскины, но кола тыдны мыйла кола эскины. Он как бы вот очень простые фразы, да. Человеку нужно верить, не как верить, а для чего я верю в Бога. И вот его маленькие вот такие проповеди с Евангелия, да, он открывал как бы вот этот мир, он открывал это познание.
то, что он сам знал, то, что ему было открыто. А ему было открыто очень много. И я хочу сказать, что мы сегодня верующие, да, вообще верующие, и мы этим как бы гордимся в какой-то степени, да, этим как бы ну, этим достоинством, что нам многое открыто. Нам многое открыто от Бога. Но, как Христос, наверное, сказал, ну, просто, может быть, еще не все могут вместить люди, да, то, что мы носим, мы действительно, многое нам открыто. И мы вот так порционно делимся друг с другом, знакомыми, да. Также Василий Иванович. Вот, насчет вот этой Евангелия, и слава Богу, он завершил этот труд. Он, конечно, не увидел уже в печатном, но он с рукописи проповедовал, рукопись была, да. И я еще заметила, вот у прихожан, да, были женщины, сестры, бабушки. И меня это как очень вдохновило и вдохновляло всегда. Когда они приходили, они всегда говорили, а что же нам скажет сегодня Бог? Вот это какое-то вот, не просто пришли тут, ну, посидели, пообщались. Вот у них прямо вот такое стремление вот к этому Слову Божьему. И действительно, Бог говорил в их сердца. И нам в сердца говорил. Это было, ну вот воспоминания, да, это были живые. Это было живое Евангелие, это живое слышали, поверили, приняли, жили этим. Вот, слава Богу, мы благодарны, что сегодня этот труд, он продолжается, и мы в какой-то степени тоже вошли в это наследие, продолжаем этот труд Стефана, труд Василия Ивановича, да, что на них было это помазание Божье, и оно продолжается. Вот. Так что я очень благодарна им, и то, что они положили это основание, были дерзновенны, несмотря ни на что. Каждый из них очень сложное время это принес этому народу. Поэтому я хочу сказать коми народу, что коми народ вывты шуда, мимияном янкыв, и ачис янмис асласкывьес пыркас яшоны мы, ты нам войтыр. Мы метиянка, дметиянес радита, прыштитем семета будан, гогырвой асласоламен. Вот, уджидатья, мусаенли. Аллилуйя. Вот видите, да, это плод многих-многих-многих бессонных ночей, работ и все остальное прочего. Но смотрите, вот удивительно, он взялся за перевод довольно скоро после того, как он уверовал. Вот это такая, видимо, черта, что если человека Бог чему-то избирает, то Бог не откладывает это в долгий ящик. Когда человек уверовал, он мало что знал. Знаете, и он описывает в своей книге свой путь, как он туда кинулся. Долгое время находился в одном учении, а в это время он уже переводил. Но процесс познания Бога в нем происходил. Он кардинально менял свои взгляды, и сильно менял. Он был честно, признавал, что я не понимаю. Вот знаете, человек работает с Библией и говорит, я не понимаю ее. Переводит ее, говорит, я не понимаю ее. Он переводит ее и видит несоответствие. То, что здесь сказано, и что происходит в церкви, например. Он это видит, как это так. Он обращается к людям, говорят, жизнь такая, чего? Он говорит, нет, так не может быть. Вот если есть правда Божья, и мы должны ее держаться. И есть человеческое установление. Что мы выберем? Правду Божию или человеческое установление? Это было очень непросто сказать, когда в церковь уже, где он находился, как бы вот вошло в колею. У них есть представления, есть свои установления, есть свои какие-то уже устоявшиеся представления о вере, о Боге. И когда кто-то вдруг начинает говорить, что нам надо сделать корректировку того, что у нас происходит. Как вы думаете, с радостью это воспримут?
Обычно, конечно же, это тяжело принять. И он говорил, что он дошел с вот этим посланием, то, что нам что-то надо менять, до Всероссийского съезда, Всесоюзного съезда. И, говорит, не дали слово сказать. И он говорил, но я, говорит, я так и понял, я понял, что та церковь, где он тогда был, баптистская церковь, они не готовы просто довериться тому, что говорит Писание. Есть очень сильное давление того учения, в которое они уже вошли. Вот. А в это время он переводит Писание. Вот это внутреннее искание, борение, внешнее преодоление каких-то вещей не отбило у него охоту, не отбило у него стремление и страсть том служением главным, которое Господь его призвал переведить Священное Писание. Он не позволил разочароваться во всем. Он не разочаровался в Слове Божьем. Он разочаровался в учениях человеческих. Да, он разочаровался. Он пожалел, что он столько времени как бы потратил на то, что не приносит плода. Это было в нем. Но он не разочаровался в том служении, которое Господь ему поручил. И он взял это. И вот я так размышляю об этом. Вот он делает этот перевод. И параллельно вот он посвящает себя переводу, и параллельно происходят такие большие изменения в его сознании, в его вере, в его понимании. Думаю, что вот работа со Священным Писанием, как таковым, как бы влияла на его вот эти вот искания и иногда те вопросы, которые у него возникали, это следствие того, что он очень плотно работал со Священным Писанием, очень плотно, к чему и нас призывает сегодня он. Я бы сегодня хотел некоторые как бы отрывки его книги «Крест, сила Божья» рассмотреть, наверное, так скажем. Читая его книгу «Крест, сила Божья», я в одной из его глав наткнулся на такое размышление, которое мне показалось интересным и хотел бы с вами поделиться. И вот в своей книге он пишет о том, что апостол Павел написал во 2 Коринфянам 14 главе. На основании этого стиха он пишет такие слова. Значит, 2 Коринфянам, 4 глава, 18 стих. Апостол Павел говорит: мы смотрим не на видимое, а на невидимое, потому что видимое временно и невидимое вечно, а невидимое вечно. Когда-то апостол Иоанн, когда писал свое послание, первое послание, он напоминает о том, что то, что они говорят, они сами это видели, сами это слышали, своими ушами, своими глазами это видели и даже трогали руками. Первое послание Иоанна, 1 глава, начинается с таких слов. То, что существовало от начала, то, что мы слышали, что видели своими глазами, зачем мы наблюдали, к чему прикасались, то мы и возвещаем. Сама жизнь явилась, мы видели ее, о чем и свидетельствуем. Мы возвещаем вам о вечной жизни, которая была у Отца, и которую видели и мы. Вот здесь вот апостол Павел, Иоанн напоминает о том, что есть вещи,
видимые и есть вещи невидимые. Но в то и в другое мы веруем. Да? Иоанн напоминает о том, что мы говорим как свидетели о том, что мы сами видели. Апостол Павел в 1 Коринфянам говорит: я напоминаю вам Евангелие. Начинает перечислять о жизни Иисуса Христа и потом о том, что Иисус Христос после воскресения явился своим апостолам. И дальше он говорит, он явился более 500 последователям. Да? То есть он говорит о том, что мы не только говорим о том, что мы сейчас не можем видеть, мы многие вещи говорим, исходя из того, что видели многие люди, были свидетелями, своими глазами могли видеть. И что же такое это видимое? Что такое видимое? Рождение Иисуса Христа видимо было? Более того, были свидетели этому, и мы даже многих знаем по именам. Правда же? Мы точно знаем, кто присутствовал при первых часах даже, наверное, днях рождения Иисуса Христа. То есть это такая очень видимая штука. Для нас она видима? Нет. Но мы точно знаем, для каких-то людей она была видима, а мы им верим. Правда же? Чудеса Иисуса. Они видимы были? Толпы людей видели, что делает Христос. И такое чудо, и такое чудо. И разные методы, какими Господь пользовался. Кому-то слово говорил, кому-то прикасался, кому-то просто говорил, не переживай, твой слуга исцелится, кому-то делал брение из земли, да, мазал, кому-то говорил, иди умойся. То есть разными методами. И люди это видели, и людей это вдохновляло. Они были свидетелями. Они говорят, не было такого пророка среди нас, который творил бы такие чудеса. Не было среди нас ни одного такого случая, чтобы человек был от рождения слепой, и вдруг Господь сотворил ему глаза. То есть это видимое, что люди могли дальше другим говорить. Крещение Иисуса Христа. Видимое было и слышимое. Да? Люди слышали голос. Правда же? То есть это то, что люди могли как-то переживать в своем теле. Слухом, зрением, своим прикосновением. Смерть Иисуса Христа. Она была видимая. Этому засвидетельствовали стражники. Он умер. Ему не надо перебивать голень. Люди это знали, видели. И несколько человек спустили Иисуса со креста и погребли его. Погребение его было видимое. Все это видели. Воскресение воскресшего Иисуса видели? Апостол Павел говорит, 500 человек видело. 500 человек. То есть это то, что люди могли воочию соприкоснуться с воскресшим Иисусом Христом. Более того, сошествие Духа Святого. Видимо было? Да. Дух Святой сошел и показал, что Он сошел тем, что был шум определенный и огненные языки пламени. То есть это тоже видимая штука была. То есть есть вещи, которые мы можем читать и говорить, ну вот это было. Мы не можем, если мы не верим, те, которые вот это говорят, что это было, то мы вообще ничему не можем поверить. Да? Если мы не верим каким-то свидетельствам людей, которые пишут о каких-то событиях в Библии, если мы говорим, да, этого не может быть, то мы ничему тогда больше не можем поверить, то, что написано в Писании. Правда же? Если в чем-то ложь, то и у нас нет никакого доверия и веры ко всему остальному. Но мы веруем, что вот эти люди, свидетели, они видели своими глазами. И апостол Иоанн много лет спустя, он пишет, то, что мы вам говорим, мы не говорим то, что не видели, мы своими глазами видели. То, что мы вам говорим, мы говорим не то, что не слышали, мы своими ушами слышали. То, что мы вам говорим,
что Христа мы вот так вот трогали своими руками, как до, так и после воскресения. Он сам нам сказал: потрогайте меня, я живой. То есть для современников Иоанна это имело огромное значение, что апостолы говорят то, что они сами видели своими глазами. То есть видимые вещи, есть невидимые вещи. Для апостола Павла было видимым встреча с Иисусом Христом. Да? Он встретился с Ним. Это было видимое переживание. Настолько видимое, что его глаза не выдержали. И он ослеп. Настолько это было видимым. Но если вот эти вещи видимые, некоторые вещи могут исторически быть подтверждены, а некоторые вещи мы точно знаем, что этому были свидетели, причем большое количество их. Но есть вещи невидимые, но которые люди иногда просят: покажи мне. Но они невидимые, ты этого никак не можешь показать. Но мы также веруем в это невидимое, как то, что было совершено на этой земле и было видимо человеческим естеством, глазами, ушами, слышами. И есть невидимые вещи, которые точно так же нами принимаются для спасения. И вот вопрос: что это такое невидимые вещи? И Василий Иванович пишет: есть вечное, невидимое для нас плотскими очами. Первое – это прощение грехов. Оно невидимо. Как мы можем сказать: Господь сейчас омыл мои грехи? Кто-то скажет: докажи, покажи. Как мы это увидим? Никак. Это принимается верой и переживается внутри человека. Но этого никак нельзя показать. Сам процесс омытия с моей совести грехов. Правда же? Это невозможно. И люди, которые говорят: покажи, они просто не понимают, что они просят. Этого невозможно показать. Это невидимый процесс. Сам есть последствия этого, моего прощения, есть последствия. Но сам процесс омытия меня от моих грехов, он невидим. Но также принимаем верой. Так же, как я верю, что Иисус Христос родился, крестился, умер и воскрес. Как исторические события, которые были когда-то, 2000 лет назад, и были свидетели всему этому, то я в это верю. И я также верю, что прощение грехов, хотя он невидимый, но также истинен. И то, что я прощен, только Дух Святой свидетельствует, что мои грехи прощены полностью, и я омыт кровью Иисуса Христа. Мы не можем видеть, что не только грехи, но и вина. То есть это разные вещи, да ведь? Вина, то есть вот это вот переживание за грехи, которые я сделал, она тоже очищается. Совесть очищается тоже кровью Иисуса Христа. Это тоже невидимый процесс. Невидимый со стороны, и сам человек это не может видеть, как это происходит в его жизни. Но это происходит очищение совести от вины соделанных грехов. Это невидимый процесс, который очень реальный и который истинный, не менее истинный то, что мы можем видеть своими глазами. Мы не можем видеть, как Дух Святой производит избавление от зла. Но это истинный и реальный факт. Христианин свободен от зла. Да, если он говорит:
Но дальше грехов есть зло, оно никуда не делось, в мире оно есть. И оно властвует в этом мире. Но Господь в Откровении апостолов говорит нам, что дьявол не имеет власти над нами. Как это ты можешь пощупать? Как это ты можешь увидеть? Невозможно. То есть это духовный мир, невидимый нами, нашими плотскими глазами, но очень реальный, когда Бог Духом Святым подтверждает: у тебя, верующего в меня, принявшего меня, омытого моей кровью, над тобой нету власти сатаны. Аминь. Мы этого не можем никак показать и нарисовать. Дьявол не стоит здесь явным образом и не поднимает над моей головой меч. Мы этого не видим. Но мы переживаем внутри, что когда зло восстает на меня, у меня есть вера противостоять этому злу. Это никак не видно со стороны. Никаким образом это невозможно объяснить. Но я знаю внутри, и Дух Святой меня в это уверяет. Не бойся, восстань, и дьявол отступит от тебя. Да? И Писание это подтверждает своими словами, но мы опять же это не можем видеть своими плотскими глазами. И апостол Иоанн в первом послании, в 5 главе, 18-19 стих об этом пишет, что освобождение истинного христианина от власти сатаны вполне реально, хотя и невидимо. Лукавый не может прикасаться, хотя весь мир лежит во зле. Еще одно, то, что мы не можем видеть. Мы не можем ни видеть, ни даже представить, как Господь Иисус Христос взял нас в себя. Как? Это же невозможно увидеть. Как я оказался во Христе? Как это? Если я кому-то буду говорить: я в Иисусе Христе, и кто-то скажет: покажи, я не смогу этого сделать. Но это истинная правда. Если я не во Христе, то я бедный грешник, то у меня нет никаких надежд и шансов на спасение. Это невидимо, но очень истинно. Это правда незыблемая. Это условие для того, чтобы я был спасен. И если я говорю: пока я не увижу, что я во Христе, я не поверю, то я навсегда останусь вне Христа. Это одно из условий спасения моего — пребывать во Христе. Хотя это совершенно невидимое явление. Это невидимо. Как я туда попал, как я там нахожусь, как я там живу, как я там хожу. Это невидимо. Последствия видимы, но сам процесс попадания во Христа невидим. Пребывание во Христе вполне... Мы не можем представить, что Иисус Христос взял нас в себя, но это истина Божья, потому что Он был мертв на кресте вместо нас, нашей смертью. То есть какие-то вещи мы понимаем умозрительно, умственно. Ведь Иисус Христос – Бог, извечный Бог. И о Нем сказано, что Он единственный бессмертный. Да, апостол Павел пишет. Он бессмертный. Если хоть толика у нас разума есть, то мы начинаем понимать, как же бессмертный умер. И умственным, логическим размышлением мы можем прийти к выводу: Иисус Христос не мог умереть без того, чтобы не соединиться со мной смертным человеком. Поэтому Он умер.
Но это наш мыслительный процесс, который Дух Святой помогает нам переварить, понять, принять и довериться этой истине. Мы говорим: да, Господь, я не могу быть вне Тебя, хотя это невозможно увидеть своими глазами. Мы не можем понять, как Господь Иисус Христос взял нашу смерть, но это очевидный факт, что Он действительно умер на кресте. Не своей смертью, а смертью грешников. И смертью, которая принадлежала нам, грешникам. Дальше он пишет. Нам совершенно непонятно, как Бог вложил нас в Иисуса Христа и посадил нас на небесах. Это сущая правда, потому что так сказал Бог через апостолов. Как мы можем видеть своими плотскими глазами? Да, кто-то может сказать: видение я видел. Может быть, видение, много чего можно увидеть. Но это видение ты не представишь никому. Правда же? Это твое личное переживание. Но своими плотскими глазами мы даже не можем себе представить, что это, как это так случилось, что я во Христе, и вот в данный момент я нахожусь здесь, нахожусь во Христе на небесах. Этот момент, который мы не можем видеть сейчас. Апостол Павел говорит: придет время, мы все увидим, как есть. Придет тот момент, когда мы все увидим, как есть. Но в данный момент времени, когда мы живем на этой земле, у нас есть вещи, видимые людьми, и которые являются основанием спасения. И есть вещи невидимые, невозможно, чтобы их видел человек своими глазами, но они являются таким же основанием для спасения человека. И как я нахожусь на небесах, как я могу это доказать? Как я могу это кому-то сказать? Как этот человек может увидеть? Невозможно. На основании чего я это верю в это? На основании чего ты в это веришь? На основании чего? Так сказано. Правда же? Так сказано. И это всегда так. Так сказано. Апостол Павел, говоря о Евангелии, напоминая Евангелие, говорит: так сказано в Писании, по Писанию так. Так сказано в Писании, по Писанию так. Так сказано в Писании. О всем, что случилось со Христом, сказано: так случилось, чтобы исполнилось Писание. Так случилось, чтобы исполнилось Писание. Он так сказал, чтобы исполнилось Писание. И мы то же самое имеем. Так сказано, оно исполнится. Оно исполнилось в нашей жизни. Удивительный человек, да, который Бог сотворил человека способным верить, доверяться тому, что не видно, невидимо, и также тому, что невидимо. Дальше он пишет: как же может понять и представить такое чудесное действие Божие человек, что мы совоскресли со Христом, верую в силу Бога из мертвых? О чем пишет нам апостол Павел во втором послании к Колоссянам. Нас, мертвых, Бог воскресил. Он говорит: как этот человек может видеть, что он воскрес со Христом? Не воскреснет. О чем Мария говорила: да, Господь, я верю, что все мы когда-то воскреснем. Апостол Павел говорит: мы воскресли, совоскресли со Христом. Невидимо, никаким образом, но это очень истинно. Это истина. Если бы этого не было совоскресения, у нас бы не было никакой надежды на жизнь. Вот подумайте о себе, какие у нас способности. Доверять как видимому, так невидимому. Невозможно это видеть.
И после этого мы можем сказать, что мы не чудно сотворены Богом. У нас есть способность верить, вполне доверять и видеть последствия этой веры в нашей жизни, хотя мы не можем это ни потрогать руками, ни увидеть глазами, ни услышать ушами. Апостол Павел когда-то сказал, то, что даже не приходило нам на ум, то, что не видел глаз, то, что не слышало ухо, то Господь приготовил. Но мы же в это веруем и это имеем, невзирая на то, что это не видим. Поэтому Христос сказал Фоме, наверное, из этого, он говорит, блаженны люди, которые не видят, а веруют. Но Фома тоже имел эту способность поверить, не видя. Но он все-таки сказал, нет, я пока не увижу, не поверю. Но Христос ответил на его просьбу, пришел. Но он всем нам, говоря Фоме, всем нам напомнил о том, что мы можем верить в невидимое и быть вполне счастливыми людьми. Мы можем. Нам не обязательно кричать и ходить, пока не увижу, не поверю. И мучаться в своих грехах. И мучиться в своем неверии и в безнадеге. Дальше он пишет. Кто может сказать, что из рожденных от Святого Духа, даже из рожденных от Святого Духа, как Дух Святой воскресил их во Христе Иисусе, быть новым творением? Это новое творение может любить Бога, которого не видит, слушаться Богу, благодарить Бога, которого не видит, при этом совершать это в истине во всякое время. Но это происходит в практической жизни рожденных от Духа. Новый человек во Христе Иисусе в силе Святого Духа преображается в образ Христа, мужа совершенного. Как мы можем видеть это, что Господь послал нам Духа Святого, и этот Дух тот же самый Дух, который воскресил Христа. И вот то, что переживал Христос в воскресении, то же самое происходит и с нами. Как это возможно? Не видя в это верить. Поэтому вот эти все вещи, когда думаешь об этом, говоришь, Господи, как это возможно? Как это возможно без Твоего участия, чтобы я мог верить в то, что я не вижу? Это же невозможно. Как можно сказать, что я это понял, либо я этого достиг, либо сказать, Бог, приди ко мне. Так Он всегда с тобой. То, что ты веришь невидимо, это невозможно было бы, если бы Бога не было с тобой. Это совершенно невозможно. То, что мы веруем, совершенно невозможно, то, что невозможно увидеть своими глазами. И это еще раз подтверждает только то, что мы действительно чудесно сотворены, и мы иногда даже не подозреваем, во что мы способны верить. Иногда мы говорим, кто-то говорит, ну вот, как можешь верить, что Иисус Христос был, да, вот надо видеть. Ну, мы говорим, ну ты же не всегда был в Америке, но ты же веруешь, что Америка есть. Вот я верю, потому что огромное количество свидетелей, которые там были, которые оттуда приехали, сказали, что там Америка есть все-таки, и там люди тоже живут. То есть эта вера такая, ну, естественная. Когда я вижу свидетеля и разговариваю с ним. Но как поверить тому? Вот я 100% уверен, Маргариту Федоровну Господь омыл, очистил от всех грехов и освободил от всякого зла, и Дух Святой живет в нем. Хотя я этого не вижу
своими глазами. Я вижу как бы последствия всего этого. Но я точно вижу то, что Мария Федоровна такая ангел, это последствия того, что Господь сделал невидимую для глаз, ни меня, ни самой Маргариты Федоровны, действие невидимое. То есть я не только по отношению к себе верую, то, что Господь сделал, но и по отношению к моим братьям и сестрам. И вполне этому верю, и вполне этому доверяю. Потому что если Господь делает это в течение 2000 лет уже, на протяжении 2000 лет, и если Он это смог чудесным образом сделать во мне, и я в это вполне верю и доверяю, нисколько не сомневаюсь в этом, хотя ни разу не видел это, то, что Господь со мной сделал, то почему Он не сделает это с тем, который рядом, конечно, делает? Правда же? Господь дал нам великую способность доверять тому, что мы не видим. Слава Богу, что нам не надо быть как Фома, который говорит, пока не увижу, не поверю. Нам не надо быть как атеисты, которые говорят, пока не увидим, не поверим. Это полное безумие. Но мы точно знаем, то, что сказано в Слове Божьем, это истинная правда, невзирая на то, что мы этого не видим. И это работает в нас. Это действует в нас. И когда Василий Иванович об этом размышлял, он написал это для нас. Написал это для нас, чтобы мы точно знали. Есть видимые вещи и невидимые вещи. И то, и другое истинно, и то, и другое действенно в нашей жизни, и то, и другое помогает нам жить. Более того, апостол Павел, 5 главе, 2 послание к Коринфянам, 5 главе, в 16 стихе, пишет такие слова. Теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим. Вот апостол Павел уходит от этого видимого. Уходит сознательно от видимого. Он говорит, то, что Христос делал на этой земле, это да и аминь, прекрасно все. Но то, что сейчас Он делает невидимо, больше того, что было сделано тогда, когда Он был на земле. Я не могу довольствоваться теми 3 годами служения Иисуса Христа на земле видимыми, зная, что то, что сейчас делает Иисус, невидимо, намного могущественнее. Поэтому Иисус Христос сказал, благо вам, что я уйду. Благо вам. Намного больше Он сейчас говорит, хотя это невидимо. И апостол Павел сознательно уходит от этого видимого. Это как бы начало. И когда люди сейчас спорят о рождении Иисуса Христа, елку надо ставить или не надо ставить, то есть это какой-то, думаешь, как-то пора уже уйти от этого. Совершенно пора уйти от этого. Потому что то, что Бог сейчас делает, невидимо для меня во всем мире и во мне в том числе, это актуальнее, это важнее, это имеет сегодня значение для меня. А спорить о том, когда он родился, в каком году, в каком месяце, как это важно, в каком гробу он был похоронен, в каких пеленах, то есть это настолько сегодня уже не важно, что апостол Павел говорит, то, что мы знали Христа такого в течение 3,5 лет его служения, я ухожу от этого, чтобы видеть, что сегодня Он делает невидимо в моей жизни. Аминь. Приоритет, куда Он переставил. Людям всегда важно, люди хотят знать, конечно, видел нет ты Христа. Наверное, апостола Павла спрашивали об этом. А ты Христа-то видел нет, чтобы нам проповедовать? Да, те 12 проповедовали. Видели, поэтому проповедуют. А ты видел или нет? Мы не знаем, видел он или нет. Вполне возможно, нет. А вполне возможно, пересекались. Израиль-то вот такой.
Ну, он пишет Коринфянам, которые точно не видели Христа, но для них тоже это было важно, как Христос жил, как он одевался, чем он питался, где он спал, на камушке или на мягких пушистых подушках. Какое это имеет значение? Сегодня, когда ты повстречался с невидимым Иисусом Христом, который творит спасение в твоей жизни. Правда же? Но это тоже важно. И вот поэтому мы скоро будем и праздновать Рождество, славить Бога за то, что Он родился и пришел на эту землю. Вспоминать об этом. Конечно, это надо. Но в нашей жизни больше важнее то, что сегодня Иисус живет в нас. Дух Святой творит дела невообразимые, непонятные для нас, выше нашего разумения. Мы этого не можем видеть, весь этот процесс в нас, но мы видим последствия все, плод. Плод Духа такой, апостол Павел пишет. Мы видим плод того невидимого, что делает Господь Бог. Вот такие мысли читаешь его труды, и вдруг такая мысль приходит. Потом дальше он уходит. Еще одна. Мне вот это показалось очень важным сегодня вспомнить из его трудов и напомнить самим себе, чем мы живем, видимым или невидимым. Мы ищем доказательств или мы доверием живем Слову Бога, истинному Слову Бога. Мы хотим осязать, трогать, либо же мы верим в Духа Божия, который не видим, но творит намного могущественнее то, что мы можем видеть физическими глазами. Бог имеет дело с вечным Духом, и Он его никогда не отдаст дьяволу. Никогда. Он имеет это дело с невидимым Духом. Ведь люди до сих пор сомневаются. Вот спроси кого-то, Дух есть в человеке? Все ли скажут утвердительно? Нет. Какой Дух скажет? Пожил, умер, и все, и сгнил, и больше ничего не осталось, кроме памяти. Да и память тоже уйдет. А Писание ясно говорит, что в человеке есть бессмертный дух, которого мы не видим. Но он у нас есть. И благодаря ему мы живем и движемся, и существуем. И только он достоин вечной жизни, а уже все последующее прилагается к нему. Мы его не видим. Поэтому у многих людей вопрос, а если этот дух? Во многих языках даже этого слова нету. Дух. Потому что люди видят только видимое тело, и для них это важно. Но Писание говорит, мы дух, у которого есть душа. Эта душа живет в теле. А иногда мы меняем свой адрес и нашу прописку. Аминь. Слава Богу. Не более того, больше я не буду здесь. Это, наверное, на этом закончим мы. Аминь. Слава Богу. Как Василий Иванович говорил, что Бог не сокрыл свою тайну от людей. Он дал людям вникнуть и понять тайну Божью. Он не сокрывает это от людей. Другое дело, он избирает людей, которые возвещают эту тайну. Есть избранные люди, которые возвещают эту тайну. Сегодня мы читали, что наша вера основывается на избранных пророках и апостолах, которые возвестили. Апостол Павел прямо так и сказал: «Я возвещаю вам тайну, сокрытую в веках». То есть Бог ставит некоторых людей для этого возвещения. Но принятие этой тайны доступно всем.
Не все могут ее изложить, не все могут ее донести до другого человека. Бог этого и не требует. Но принятие Божьей правды, истины, как на самом деле все обстоит, это доступно для каждого человека. Поэтому Писание говорит, что Бог желает, чтобы все спаслись. Это значит, что всем доступно принятие тайны Божией, хотя она неосязаема, ее невозможно потрогать, невозможно увидеть, но она доступна для принятия. И он говорит, если мне это Господь открыл, человеку семью классами, 3 из которых в коридоре, то, конечно же, Господь это открывает каждому. Это вдохновляет. Единственное, он говорит, вот он очень большой упор делает на слове доверие. Вот веру он понимает так. Доверие правде Божьей. Это и есть вера. Аминь. Мне это очень нравится. Я очень вдохновлен, и это очень мне помогает в жизни. Что Господь действительно дает мне способность, как и каждому человеку. Это есть дар Божий в нас. Верить, доверять невидимому. Великий дар. Аминь. Слава Богу. Давайте встанем на ноги наши. Отец наш, спасибо Тебе, что Ты чудесно нас сотворил. Ты вообще все чудесно сотворил. Но Моисей, когда писал нам о том, как Ты творил, он не присутствовал при этом. Он не видел это своими глазами, но Ты ему это рассказал, и он в это поверил. И он так красочно нам рассказал о том, как Ты все сотворил. Ты изначально сделал человека способным доверять невидимому. Ты изначально вложил в нас дух, который способен верить, довериться, принять то, что мы не видим плотскими, физическими глазами. Ты сотворил нас такими. Мы сегодня всем этим пользуемся. Пользуемся для своего блага. Пользуемся для этой жизни и для жизни вечной. Нам не следует, и мы не хотим отказываться от всех благословений, которые Ты нам даровал, от всей правды Божией, которая реальна. Мы не хотим отказываться от нее только потому, что мы ее не можем осязать и видеть. Мы, Господь, говорим, спасибо Тебе, что Ты дал нам познать эту правду. И спасибо Тебе, что Ты дал нам способность принять ее. Спасибо Тебе, что Ты позволяешь нам и даешь нам способность доверять ей. И это изменяет нашу жизнь. Благодарю Тебя, Господь, Бог мой, что Ты это всегда открываешь людям. И есть люди, которые имеют способность это доносить. Спасибо Тебе за этот дар избранных людей, которые могут донести Твои тайны для народа Твоего. Я благодарю Тебя за благовестника Василия, которого Ты еще с детства, как он пишет, особенным образом вел, особенным образом охранял его, чудесным образом охранял его от неминуемой смерти. Ты чудом его сохранил. И ты знал, для чего ты это делаешь. И ты готовил его, чтобы открыть ему истины свои, и чтобы он мог это донести до народа твоего. И мы, Господь, это наследие служения благовестника Василия, наследие его верности Тебе, его посвященности Тебе. Спасибо Тебе, Господь, за это. Мы плоды его. И Ты говоришь, однажды
мы будем подтверждением Его верности Тебе, Господь. Спасибо Тебе за это. Я благодарю Тебя, Боже мой, что Твое Слово и сегодня звучит на разных языках. И оно для того на разных, чтобы мы поняли Твою правду, Господь, и могли принять ее от всей души. Спасибо Тебе, Господь, Бог мой, что мы можем, Боже мой, держаться этой Твоей правды и видеть, какие плоды она совершает в нашей жизни. Не мы производим эти плоды, а Твоя правда, Твоя истина, Господь. Спасибо Тебе за это. Благослови нас, Господь, держаться этой правды, не пытаться заменить ее своими человеческими усилиями, но, Господь, всецело доверять ей во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Сегодня у нас будет еще преломление. Прославители, готовы ли вы? Пожалуйста. Аллилуйя. Давайте прочитаем слова, которые произнес Господь Иисус, когда благословлял хлеб и чашу. Написано в Матфея 26 главы с 26 стиха. Когда они ели, и мы поели, Иисус взял хлеб и, благословив, разломил его и дал своим ученикам со словами: «Возьмите, ешьте, это тело мое». Затем он взял чашу, поблагодарил за нее Бога и подал им со словами: «Пейте из нее все. Это моя кровь завета, проливаемая за многих людей для прощения грехов. Говорю вам, что я уже не буду пить плода виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве моего Отца». Они спели и пошли на Елеонскую гору. Аминь. За нас пролил святую кровь. Да, Господь, слава Тебе, слава. И доказал свою любовь. Распят был за грех мой, меня освободил. Ты подарил нам небеса и показал любовь Отца. Спаситель воскрес, вознесся до небес. Вечной любовью Ты возлюбил меня, Иисус, вечной любовью своей. Вечной любовью Ты возлюбил меня, Иисус, вечной любовью своей.
Аллилуйя. Отец, спасибо Тебе, что Ты даровал нам хлеб небесный, хлеб жизни, хлеб, сошедший с небес, Иисуса Христа. Как много эпитетов, как много Он представляет из себя, как много граней для нас в Иисусе Христе. Он и жизнь, Он и дверь, Он и истина, и Он и хлеб. Мы, Господь, принимаем этот хлеб сейчас. Мы сталкиваемся сейчас с видимым и невидимым. Мы видим хлеб земной, но принимаем хлеб неземной, небесный. И мы принимаем с верой. У нас есть эта способность принимать Тебя, Иисус, как хлеб жизни. Благодарю Тебя, Господь, что Ты питаешь наш дух, так же, как этот хлеб питает наше тело. Спасибо Тебе, Господь, что мы можем вполне довериться тому, что мы соединены с Тобой, Иисус, на кресте. Ты взял нас в себя, мы принимаем Тебя в себя. Благодарю Тебя за это, Господь, Бог наш, Иисус Христос. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Иисус. Слава Иисусу, слава Иисусу, слава Иисусу. Аллилуйя. О, аллилуйя. О, аллилуйя, Господь. Отец, спасибо Тебе, что такая была Твоя воля, чистая, святая воля, добрая по отношению к всему роду человеческому, каждому человеку в отдельности, чтобы человек однажды получил полное прощение своих грехов, полное очищение, полное освобождение от всякого зла. Такая Твоя добрая воля, в этом Твоя правда. И мы сегодня, Господь, исповедуем, что кровь Иисуса Христа очистила нас от всякого греха, что кровь Иисуса Христа стала знамением завета между Тобой, Отец Небесный, и Тобой, Иисус, Искупитель всего мира, в том, что то, что Ты сделаешь, Иисус, этого будет достаточно раз и навсегда для всех людей, для прощения, для освобождения, для омытия всех грехов. И мы, Господь, с радостью входим в этот завет, который Ты заключил, Бог, сам с собой. Завет, который нерушим, неисправим, никто его не может исключить или что-то добавить в него. Но мы, Господь, вполне пользуемся этим заветом, входим в него. Ты нас во Иисусе Христе включил в этот завет. Благодарю Тебя за это, Господь. И мы принимаем сейчас эту чашу с полным доверием, что кровь Иисуса Христа
очистила нас от всякого греха. Эта истина, это имеет силу и значение для небес и для нас, здесь живущих. Благослови нас с этой верой принять эту чашу. Аминь. Став издащ, локтой, бочтой, ошка енмас. Николай Александрович, пожалуйста, кесла, кесья, ен, войтерлы. Локтой и бочтой. Иисус Христос им лови. Ісус, радійте, мій, я нашонте, пусть той ти муни вінчує.